Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Очередная крупная поставка вакцин от коронавируса. Иентинцев прививают гам-ковид-ваком и эпивак-короной. Чем отличаются препараты? Оформление различных документов, получение справок без очередей и беготни по кабинетам всевозможных инстанций. Многофункциональный центр отметил день рождения. Сотрудники МФЦ рассказывают о достижениях и делятся планами. До начала ЕГЭ еще почти 2 месяца, а дрожь в коленках выпускников появилась уже сегодня. 11-классники всей страны написали итоговое сочинение. Иентинская школьница одержала победу в творческом конкурсе. Девочка сочинила стихотворение, посвященное первому полету человека в космос. В Инте продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сегодня в город самолетом было доставлено еще 700 доз препарата гам-ковид-вак. В пятницу Центральная городская больница получит первую партию вакцины эпивак-корона, разработанную Центром «Вектор». 570 доз, рассчитанных на 285 человек, прибудут железнодорожным транспортом. Проблем, связанных с нехваткой вакцины от коронавируса, в Инте нет. При отсутствии медицинских противопоказаний прививку может сделать любой желающий старше 18 лет. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия для вакцинации сотрудников на рабочих местах. Также горожане могут пригласить врача с медсестрой на дом в удобное для них время. Любые граждане, которые хотят сделать прививку на дому по каким-либо причинам, это могут быть маломобильные граждане, инвалиды или просто пожилые, которым трудно прийти в первую поликлинику, они могут обратиться к нам с заявочкой на визит врача. То есть врач сначала приходит, определяет противопоказания. Если противопоказаний нет, на следующий день или в тот же самый день придет участковая медсестра, которая провакцинирует человека на дому. Заявку можно оставить по телефону 61636, по тому же самому телефону, по которому вызывают врача. Если есть прямой телефон у человека со своим участковым врачом или с участковой медсестрой, многие имеют такие контакты личные, да, со своим медицинским работником прикрепленным, можно обратиться напрямую к медсестре или к врачу, позвонить и обговорить дату желаемой вакцинации. Вакцинация населения проводится 7 дней в неделю. На выходных в центре города работает передвижной прививочный пункт. По субботам и воскресеньям врачи принимают пациентов в доме быта с 13 до 16 часов без предварительной записи. Несколько прививочных кабинетов работают в поликлинике номер 1. Иентинцы активно вакцинируются, и чтобы не создавались очереди в медицинском учреждении, дополнительно открыли еще один кабинет, который будет принимать горожан по выходным с 11 до 14 часов. Сделать прививку можно как по предварительной записи, так и без нее. Вакцинация проводится совершенно бесплатно. В ближайшее время медики получат новый препарат – эпивак-корона. Но вакцинироваться им смогут не все жители Интинского округа, предупреждают врачи. Мы действительно получаем другого наименования вакцину, эпивак-корона, ее многие ждали. Почему-то многие думают, что она лучше. Она отличается от гам-ковид-вака тем, что она абсолютно синтетическая, там нет ничего от вируса самого, коронавирус. Если в спутнике генетический материал от самого вируса, то в эпивак-короне ничего нет от вируса. Она абсолютно синтетически созданная вакцина. Мы ее получаем в небольшом количестве, буквально для вакцинации 285 человек. Скорее всего, будут еще и последующие поставки, но пока речь идет об этом количестве. Эта вакцина нам очень удобна для применения, потому что у нее привычные и удобные условия хранения. +2, +8, то есть это просто условия холодильника. Ее не нужно размораживать, она не подлежит замораживанию. Ну и в связи с этим мы определили контингенты, которые будут вакцинироваться именно этой вакциной. Это жители сел, то есть эта вакцина нами будет поставлена в ФАПы.
И это маломобильные граждане, вакцинация которых терапевтами будет назначаться и будет проводиться на дому. Те, которые не могут прийти в поликлинику или по каким-то обстоятельствам не приходят, мы будем вакцинировать этой вакциной. Это удобно будет для участковой службы тем, что они просто с хладоэлементом эту вакцину могут спокойно принести на дом к человеку и применить ее. То есть каждый желающий, к сожалению, не сможет воспользоваться наличием у нас этой вакцины. Борьба с коронавирусом продолжается. Интинские врачи приглашают всех жителей округа, кто еще не сделал прививку, на вакцинацию. Медики работают ежедневно без выходных. Для удобства горожан созданы максимально комфортные условия. Сегодня около 150 интинских 11-классников написали итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска выпускников государственной итоговой аттестации. В этом году его сдавали все, кто выбрал ЕГЭ и ГВ. Итоговые сочинения оцениваются по системе зачет или незачет по критериям, разработанным Рособорнадзором. Все выпускники писали сочинения в своих школах с соблюдением необходимых санитарных мер по недопущению распространения коронавируса. В гимназии номер 2 в этом году заканчивают 11 класс около 40 ребят. Темы сочинений учащимся объявили за 15 минут до начала испытания. Несмотря на то, что накануне была проведена огромная подготовительная работа, и старшеклассники написали несколько пробных экзаменов, большинство будущих выпускников волновались перед входом в аудиторию. Я правда волнуюсь, потому что это наше первое испытание перед экзаменами ЕГЭ. И я могу сказать, что на самом деле мы готовились ко всем тем в рамках уроков наших в школе. И самостоятельная подготовка, конечно, тоже присутствовала. Конечно, я очень волнуюсь перед написанием итогового сочинения. Это мое начало, самый первый экзамен. Готовилась я вместе с моим учителем по русскому языку Прудниковой Ниной Евгеньевной и с помощью онлайн-школы Umschool, при просмотре вебинаров. Я бы хотела написать сочинение на тему «Разговор с собой», потому что я очень люблю социальные темы, и для меня это ближе. Сегодня волнуются не только выпускники, за ребят переживают их родители, учителя и классные руководители. Конечно, переживаю, но в положительном результате я уверена. Мы долго готовились, мы написали 6 пробных сочинений, проводили как прям экзамен, поэтому я думаю, дети готовы, и они справятся. В этом году в гимназии номер 2 39 выпускников. И все 39 выпускников сегодня явились на итоговое сочинение. Для проведения итогового сочинения на территории гимназии номер 2 было подготовлено 4 аудитории для того, чтобы были соблюдены все нормы санитарно-эпидемиологической ситуации. В аудиториях, то есть были созданы комфортные условия, в аудиториях находится по 12-13 человек. Дети за партой сидят по одному человеку, поэтому все условия соблюдены для того, чтобы дети успешно написали итоговые сочинения. Выпускники написали сочинения по темам, какого человека можно по праву назвать героем. Согласны ли вы с утверждением Максима Горького, человека создает его сопротивление окружающей среде? Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей? Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль? Какие черты моего поколения я считаю положительными? Сочинение должно соответствовать ряду требований. Минимальный объем не менее 250 слов. Рекомендуемый от 350 слов. На написание итогового сочинения отводится 3 часа 55 минут. Если учащийся справился раньше, может сдать бланк и покинуть аудиторию. Самые популярные направления, которые выбирали мои ученики, это между прошлым и будущим, и я и другие. А почему? Наверное, им интересен скорее самоанализ, потому что я и другие, анализ самого себя и, соответственно, анализ героев литературных произведений. В основном это было начало XIX века. Они выбирали и Евгения Онегина, и героя нашего времени, и вторую половину XIX века тоже. Главным у нас персонажем-героем был Базаров. На самом деле для меня сочинение не составляет труда написать, и я надеюсь, что все темы будут интересными, и
На самом деле нет какой-то определенной, по которой я бы хотела написать, так что я просто буду надеяться, что мне удастся справиться с этим испытанием достойно, как и всем моим одноклассникам и всем, кто пишет этот экзамен сегодня. Чтобы получить зачет, нужно грамотно и ясно изложить свои мысли, продумать композицию. В рамках заявленной темы необходимо сформулировать свою позицию, доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из опубликованных произведений. К этому итоговому сочинению мы готовились очень-очень-очень долго. Начиная практически с 10 класса были проведены ряд мероприятий, подготовительных мероприятий для того, чтобы проверить уровень готовности выпускников к этому итоговому сочинению. И вот буквально на прошлой неделе, в прошлую пятницу, было проведено последнее заключительное мероприятие, то есть был проведен пробное итоговое сочинение, с которым дети все практически справились. Результаты за итоговое сочинение станут известны в ближайшие дни. Как правило, большинство выпускников получают зачет с первого раза. Учебный год близится к завершению. Больше всех переживают выпускники, которые заканчивают школы и детские сады. Ведь из-за коронавируса еще продолжает действовать ряд ограничений. И проведение праздничных мероприятий остается под вопросом. Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для общеобразовательных и дошкольных организаций до 1 января 2022 года. Центр управления регионом запустил проект, в рамках которого руководители различных министерств и ведомств отвечают на самые популярные вопросы жителей Республики Коми. О предстоящих в этом году последних звонках и выпускных рассказала министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова. Уважаемые родители наших выпускников детских садов, школ, техникумов и колледжей, вот-вот закончится учебный год. И многие из наших детей выпустятся из детских садиков, школ и техникумов. Мы с волнением и с нетерпением ждем окончания этой поры и очень хотим провести привычные для нас последние звонки. Последние звонки мы планируем провести централизованно, предлагаем это сделать нашим школам. Для девятиклассников 21 мая, для выпускников 11 класса 22 мая. Это обусловлено тем, что учебный год еще будет продолжаться до этих дат, а сразу после 22-го у нас начинается экзаменационная пора. С учетом соблюдения всех мер, которые сейчас перед нами есть, мы уверены, что мы сможем провести последние звонки в каждом классе либо в каждой группе. Вопрос по участию родителей в последних звонках сейчас согласовывается с управлением Роспотребнадзора по Республике Коми. А также он обязательно будет рассмотрен на Республиканском оперативном штабе в конце апреля этого года. В Интинском округе прекращена эксплуатация дороги до отдаленных сел Косьювом, Петрунь и Одивовом. Мэр города Владимир Киселев подписал постановление о закрытии всех зимников и ледовых переправ через реки Косью, Уса, Большая и Малая Роговая. С 12 апреля возобновились авиарейсы в отдаленные села округа. Вертолет летает по маршруту Инта, Петрунь, Одивовом, Косьювом, Инта один раз в неделю по вторникам. Интинский многофункциональный центр «Мои документы» отметил день своего рождения. Ему исполнилось 6 лет. За время работы МФЦ превратился в учреждение, где интинцы могут доступно и быстро получить множество государственных и муниципальных услуг. Горожане привыкли, если нужно получить какую-либо справку, подать документы или изменить в них информацию, нужно бежать в МФЦ. А ведь немногие помнят, что первоначальная работа центра началась с кабинета в здании администрации. Там трудилось несколько человек, которые оказывали небольшой перечень муниципальных и государственных услуг. Первый офис открылся 13 апреля в 2015 году. Штат тогда был небольшим, на приеме было всего 4 специалиста. К концу года, 2015 года, мы переехали в наш центр по улице Мира, дом 15, который был отремонтирован и оформлен в соответствии с единым фирменным стилем «Мои документы». У нас появилась зона ожидания, зона приема, электронная очередь, компьютер свободного доступа. Сейчас Интинский центр «Мои документы» – это современное стилизованное помещение, где работает 7 окон приема граждан. Имеются банковские терминалы для оплаты государственной пошлины, есть кабинет для бизнеса.
Штат состоит из 17 человек, из которых 10 человек задействованы на приеме. Ежедневно с начала нашего открытия сотрудники изучают услуги для того, чтобы при работе с гражданами быть компетентными. Специалисты универсальные, нет разделений по услугам, то есть в любом окне заявитель получает необходимую ему услугу. МФЦ оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, которая ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. Кабинет «Мой бизнес» поможет создать свое дело с нуля или закрыть ИП, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству. Окно для бизнеса – это услуги для предпринимателей и для тех людей, которые планируют открыть свое дело. В окне для бизнеса вы можете подать заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Данная услуга вам будет предоставлена бесплатно, потому что при подаче заявления через МФЦ госпошлина не взимается. Также в окне для бизнеса вас проконсультируют и помогут вам подобрать АКВЭД, разработать устав, также подобрать франшизу. Также примут заявление на бухгалтерское сопровождение, на открытие расчетного счета. Примут пакет заявления на льготный микрозайм. Юлия Фадеева работает в МФЦ с самого первого дня его основания. Эта сфера ей нравится, хотя она и не предполагала, что свяжет свою работу с окном «Мой бизнес». Кстати, Юлия Александровна в августе стала победителем регионального этапа конкурса «Лучший МФЦ» в номинации «Лучший эксперт окон для бизнеса». В 2020 году мы участвовали в региональном ежегодном конкурсе «Лучший МФЦ». Мы заявились на все 4 номинации, и в 2 номинациях мы заняли первые места. Это лучший администратор зала и лучший эксперт бизнес-окна. Заполнялась анкета по каждому участнику. Участники проходили тестирование, готовили видеоматериал и презентации. На сегодняшний день Центр предоставляет интинцам 321 услугу. Если же человек не может прийти в МФЦ лично, то можно подать заявку на выездное обслуживание. В этом случае специалист Центра приедет к клиенту домой. Уже на протяжении нескольких лет популярными услугами являются выдача замена паспорта гражданина Российской Федерации, оформление права на недвижимость, выдача справки о наличии и отсутствии судимости, оплата проезду к месту отдыха и обратно для пенсионеров. И в последнее время стали активные услуги – это различные меры соцподдержки. Приведу пример такой жизненной ситуации, как смена фамилии при заключении брака. Первая услуга – это замена паспорта. При получении результата можно подать заявление на замену СНИЛС и ННН. Также можно обновить паспортные данные на портале госуслуг. Из последних новых услуг, например, при оформлении прав на квартиру и получении правоустанавливающих документов можно подать заявление в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, например, на смену собственника, и заявление на заключение договора в Коми энергосбытовую компанию. Перечень услуг проектов, в которых участвует Центр «Мои документы», постоянно расширяется. К примеру, в конце апреля стартует голосование по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно будет в том числе и в МФЦ. У нас есть компьютер свободного доступа. Участники голосования могут прийти к нам и проголосовать самостоятельно на через портал госуслуг. Если вдруг пенсионерам будет сложно, сможете помочь? Конечно, мы помогаем. Администратор зала Наталья Прилуцкая работает в МФЦ всего 2 года. Специалист отмечает, что нашла свое призвание в том, чтобы помогать людям. Работа с людьми. Заявители мне нравятся, хорошие, добрые. Люблю помогать. Основная задача работы Центра «Мои документы» – создать комфортные условия для посетителей. Горожанам теперь не нужно бегать по инстанциям и собирать 1000 бумажек. Можно просто прийти в МФЦ и заказать услугу. Все остальное за вас делают специалисты. Для удобства горожан сделано. Заявитель приходит к нам за услугой. Мы можем записать по предварительной записи. Также он может по живой очереди взять талончик, присесть и ожидать, пока эксперт его вызовет. Время ожидания не превышает 15 минут. Заявитель, когда приходит за услугой, эксперты сканируют все документы, копии приносить не надо. Удобно графиком работы. Мы работаем в выходные дни, это суббота с 10 до 16, вечернее время, вторник до 20, будни до 7. Мы без перерыва работаем.
То есть предварительная запись у нас есть. Граждане могут спланировать свой визит к нам по времени. Ну и за один визит можно подать заявление в разные инстанции, в разные ведомства, лучше так сказать. Мои документы – это по своей сути посредник между людьми и учреждениями. Здесь принимают документы, направляют их в нужное ведомство, а человек просто получает результат – оказанную государственную услугу. За 2020 год МФЦ города Инты было обработано более 26 тысяч обращений граждан. Подведены итоги конкурса «Тяга в небо», в котором приняли участие школьники и студенты со всей Республики Коми. Главной темой творческого состязания стал первый полет человека в космос, с момента которого прошло ровно 60 лет. 12 апреля, в День космонавтики, организаторы объявили имена победителей. Среди них есть и интинка, ученица 9 класса гимназии номер 3 Мария Обидова. Конкурс проходил по разным номинациям. С января по март организаторы принимали от школьников старших классов и студентов Коми рисунки, фотографии, стихотворения, рассказы и эссе. Всего было подано 169 заявок. Интинская гимназистка Мария Обидова представила на конкурс стихотворение собственного сочинения. Покорение космических просторов. Космос манит блеском звезд, для людей недосягаем. Он загадочен, непрост, веру в силу постигаем. День обычный, день весенний, голос диктора звучит. По космическим просторам в космос человек летит. Замер мир от удивления, сделал он один виток. Ждут с надеждой приземления, каждый бы ему помог. Мир кричит: «Ура, Гагарин!» Космос смело покорил. Наш простой советский парень небо для людей открыл. Мария написала это стихотворение примерно за неделю. Говорит, сочиняла специально для конкурса. Проявить свои творческие способности предложила учительница, а вдохновляла бабушка. Благодаря своему учителю русского языка Татьяне Николаевне Онетико я решила поучаствовать в этом конкурсе. Это был не первый конкурс. Она меня, так сказать, подтолкнула на номинацию стихотворения, потому что это был уже не первый конкурс, куда я писала стихотворение и уже не раз выигрывала. Поэтому я решила поверить в себя и сделала несвершимое. Я смогла выиграть этот конкурс. Я считаю, что у нее есть способности. Она мне может прислать даже ночью свое очередное стихотворение и спросить, каким образом получилось. Нет, я, насколько позволяет это, могу что-то откорректировать. Но стараюсь, конечно же, сохранить авторство, потому что это ее впечатления, ее эмоции, ее состояние отражается в стихах. Также напись победителем была в конкурсе «Символика Республики Коми». Тоже очень хорошее стихотворение. Маша уже давно увлекается поэзией. Девочка признается, русский язык и литература – ее любимые предметы. За время учебы гимназистка написала несколько стихотворений на разные темы. Мария – разносторонняя личность. У нее много разных увлечений. Более 10 лет девочка занималась фигурным катанием, имеет первый юношеский разряд. Сейчас занимается баскетболом, участвует в различных соревнованиях. При этом выбранная ею будущая профессия не связана ни со спортом, ни с литературой. Я хочу отучиться до 11 класса, сдать, в принципе, хорошо ЕГЭ. И в будущем буду стараться поступить на бюджет в Санкт-Петербургский университет СПбГУ на юридический факультет. Марию и других победителей конкурса ждет ценный подарок от организаторов. Весной этого года для ребят будет организована экскурсия в Звездный городок, который находится в Московской области. Молодые люди посетят легендарный центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, пообщаются с космонавтами и смогут прикоснуться к тайнам бесконечного космического пространства нашей галактики и всей Вселенной. Интинцев приглашают провести пятничный вечер в Центральной библиотеке. 16 апреля в 17 часов в учреждении культуры состоится встреча с удивительным человеком – интинкой Галиной Маас. Многие знают Галину Эдигардовну как творческую и очень увлеченную личность. Вся ее жизнь связана с литературой и изобразительным искусством.
Посетители Центральной библиотеки смогут не просто пообщаться с Галиной Маас, но и познакомиться с ее работами. Сейчас в выставочном зале представлены ее картины, иллюстрации к литературным произведениям. Ежегодно 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. В преддверии этой даты в Центральной библиотеке состоится встреча с удивительным человеком, интинским автором Галиной Эдигардовной Маас. Галина Эдигардовна – художник, поэт, писатель и автор великолепной книжной графики, которая представлена на выставке «Любовь и долгий путь рождают книгу». На выставке вы сможете познакомиться с иллюстрациями Галины Маас к произведениям петербургской писательницы Елены Ворон и Веры Крыжановской-Рочестер, русской романистки XIX века. На встрече вы сможете пообщаться с автором, задать интересующие вопросы. Еще одним сюрпризом для наших гостей станет выступление клуба освободительной песни «Суббота». Галина Маас – интересный, разносторонний человек с широким кругозором и глубиной мысли, с которым, безусловно, будет очень интересно пообщаться. Она прекрасный художник-иллюстратор. Рис, бумаги, перо и чернила – совершенно простые инструменты, но они позволяют Галине Эдигардовне создавать удивительные образы. Рисунки четко и понятно отражают суть литературных историй. Лишенные ярких красок, иллюстрации очень насыщенные. Видно, сколько труда и сил вложено в каждую картину. Более подробно узнать о работах художницы, задать вопросы Галине Маас, узнать, как она создает свои иллюстрации, интинцы и гости города могут лично. Для этого достаточно прийти 16 апреля в 17 часов в Центральную библиотеку. Кафе «Уголек» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы гостеприимства. Большое разнообразие кухонь с оригинальными блюдами и видов обслуживания. В «Угольке» можно купить продукты на каждый день или воспользоваться бесплатной услугой, благодаря которой ресторанная еда быстро окажется у вас дома. Кафе «Уголек» обновил интерьер и приглашает интинцев и гостей города. В уютной обстановке кафе вы сможете отметить семейное торжество, повеселиться на корпоративной вечеринке, пообедать с друзьями. Здесь можно заказать столики для проведения банкета, выпускного, вечера, детского праздника. В меню кафе присутствует русская, кавказская и европейская кухни. Первые, вторые блюда, салаты, закуски, а также новинки. Аппетитные пиццы, суши, роллы, представленные в ассортименте, поднимут настроение. Вежливый бармен, гостеприимство персонала, мастерство поваров кафе «Уголек» – залог вашего хорошего отдыха. С торца здания расположились продовольственные и кулинарные отделы, что очень удобно для покупателей. В одном месте приобрести продукты питания и готовые блюда. В обеденное время здесь особенный спрос на свежайшие салаты, румяную выпечку, мясные готовые изделия. Попутно можно купить необходимые для ежедневного питания продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, замороженные полуфабрикаты собственного производства, а также кондитерские изделия, напитки, овощи, фрукты. Заказать или приобрести уже готовые вкуснейшие пиццы, суши-роллы. Заказать домой шашлык, пиццу, суши, роллы можно, позвонив по телефону 67993. Доставят их бесплатно. Кафе «Уголек» по улице Куратова, 18 предоставляет целый комплекс услуг, которые пришлись по душе многим горожанам. Здесь вам всегда рады. В завершении выпуска объявления. В ночь с 18 на 19 апреля в Республике Коми запланированы профилактические работы телепередающего оборудования. Возможно, кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных и аналоговых телеканалов, FM-радиостанций. Время отключений с 2 до 11 часов. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до свидания.